Вот я хочу еще пару слов дать. Немножко тема пресс-конференции тема немножко сместилась, но вас уже затронули эту тему. На самом деле горячих тем очень много, как бы, да? Не на один час разговора. Но раз уже затронули, я бы хотел добавить по поводу вот этих денег, выделенных из украинского бюджета, там, 1 250 000 000, если я не ошибаюсь. На самом деле применяют такую формулу, когда эти деньги кажутся ничтожными, там, по $1 или что-то как-то вот приводил Мустафа Джемилев. Но если применить другую формулу, поделить эту сумму на количество человек, то там получается порядка $500. И как мы видим, татарские семьи, они большие, там 6 человек, 5 человек, то это порядка даже $200 500 на семью. И с учетом того, что основная сумма этих денег была выделена, когда курс доллара был 3, 2, 5, а не когда 8. Но даже если я беру с учетом курса доллара 5, и то это получается большие деньги. То есть каждая семья могла купить дом, Симферополь, квартиру. Теперь смотрим другую сводку по выделению земли. 85 000 участков было выделено на крымских татар. Но поделите это на 300 000, на 350 000. То есть это вообще не было проблем. Государство Украина дала крымско-татарской семье дом и 1,3 участка. И это только украинские деньги, которые мы можем посчитать. Турецкие деньги мы посчитать не можем. Они гораздо больше, они гораздо выше суммы. Но это неудивительно, потому что архив Меджлиса уже 2 раза горел. Не знаю, наверное, это славяне его жгут. Зачем? Дудаков сжег или кто его жгет, или свободовцы жгут архив. Кому вообще нужно сжечь архив Меджлиса? То есть, если не самим функционерам, как бы, да? То есть поэтому турецкие деньги мы не можем посчитать. Не можем. И не можем посчитать арабские деньги там, и так далее. Там, деньги, российские деньги, да, 250 миллионов было, если я не ошибаюсь. 200 миллионов с бюджета и 50 миллионов страны СНГ. 1992 год. Это огромные деньги, это огромные суммы. 250 миллионов. Зарезали Юрия Бекиричева. А 200 миллионов это был бюджет Крыма на целый год. 200 миллионов. Вот Россия, вернее Советский Союз дал именно Первые 200 миллионов. В месяце возвращения выделил эти деньги. Ни одной копейки не дошло до крымского. А уже, я прошу прощения, в 1994 году, 18 мая, выступая на площади, почему нас начали здесь давить и душить русскоязычное население? Потому что Мустафа с высокой трибуны тогда сказал, я до сих пор помню, «Казахларден чалышхан хрым татар миллетин душманадыр». Перевожу, кто не понимает. Крымские татары, которые работают в союзе с русскими, это враги крымско-татарского народа. 1994 год, 18 мая. Мы враги. Вот и все. Это ему полезно. И мы стали врагами. И еще одно замечание. Да. Обращение, которое вы сказали, не только к крымским татарам должно быть. Пока вместе с нами, крымскими татарами, не будут стоять в одном строю славяне, евреи, армяне и другие, мы не победим. Это обращение ко всем. Это обращение ко всем. Ну, как бы, так как мы вот, на татары чаще всего обращаются, мы как бы... Я прошу прощения, еще добавлю, я сейчас прошу прощения. Здесь сказали только о бюджетных деньгах Украины. Да. Но мы, находясь в Совете Аксакалов, где Меджлис нас яро называл Акшакалами, и старики подали в суд, и этот суд выиграли. У Ильми Умерова он должен был материальный и моральный ущерб возместить, да? Но там же были еще деньги, которые выделялись из бюджета Крыма. Почему об этом никто не говорит? И 2001 год, когда Грач собрал нас и сказал, ребята, у нас есть деньги, это было в октябре месяце. Мы сейчас можем из бюджета Крыма выделить 7 миллионов гривен. Большая просьба только. Эти деньги не тратьте на стройматериалы, на все. Это все проходило через УКС. А в сельских местах купите дешевые дома для тех людей, крымских татар, которые живут там. Что сделал УКС? Они закупили стройматериалы, а те деньги, которые они не использовали, они ушли в бюджет 2002 года. Вот и все. И мы можем кричать, орать. Мы враги сами себе. Это сейчас, когда вопросом подойдем к вопросу. Моя фамилия Саид Меметов, Саид Вели. Я с 1958 года участник национального движения. Являюсь
руководителем общественной организации «Крымские татары за союз с Россией». И вот когда вчера выступал Лавров, он сказал, что Европа, Америка помогает майдановцам. Мы не помогаем, но если Россию попросят, тогда мы можем помочь. Так он сказал, это я его слышал. Если попросит Украина Россию, тогда мы можем помочь. Теперь, чем занимается наша общественная организация? Мы за дружбу Украины с Россией. Мы за дружбу Украины с Россией. Мы за то, чтобы Россия включилась в программу обустройства крымских татар. Вот это наша общественная организация. Ну, в плане обустройства мы будем рады всем. Да. Теперь, что касается земли, вот мы сказали, земля. 4 президента, никто никогда не выдавал массово земли. Только вот последние 2-3 года тысячами дали земли крымским татарам. Это заслуга вас, конечно. Ваша заслуга. Да. Совместная заслуга, не только нас. Да, ну, вот это я хотел сказать. Дело в том, что сейчас Майдан. Это страшно, что творится на этом Майдане. Когда это было? Это никогда не было такого. Это, вот сейчас вот даже Турцию смотрим и другие. Там, ну, водометы, все дело. А здесь вот президент говорит, не надо, нельзя, давайте спокойно. Правильно говорите, надо предположить этому конец. Конец надо положить этому. Так до чего дойдет все это? А Вот вот это... Да.